Специально обученная лошадь под чутким присмотром специалиста в области ипотерапии Ирины Вишневской демонстрирует свою готовность оказать посильную помощь в лечении детей-инвалидов. Реабилитация посредством конных прогулок – самый эффективный метод лечения, и это уже не секрет. Другое дело, что такой подход приемлем не для каждого ребенка, ввиду некоторых особенностей его заболевания. Здесь, в реабилитационном центре, уже другой специалист из Санкт-Петербурга на примере 7-летнего Абдуллы наглядно показывает, как в ходе телесного осмотра выявить возможное противопоказание к такой терапии. Можно увидеть некоторые отклонения во фронтальной плоскости, то есть это отклонение, мы можем заметить небольшую сколиотическую дугу. Обратите внимание на лопатки, на мышцы спины, лопаток. То есть они такие малоразвитые, эти мышцы. Юлия Слепченко в Ингушетии уже 5-й день. Она проводит семинар для повышения квалификации сотрудников благотворительного фонда МЯЛ. Реализация такого социально значимого проекта при поддержке президентского гранта предполагает организацию бесплатных курсов ипотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ипотерапия является одним из самых эффективных способов реабилитации детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, различного рода нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такие курсы помогают детям расслабиться, развивают чувство равновесия и дают тепловой массаж, который заставляет мышцы работать и улучшает настроение ребенка. Лошадь является неким инструментом терапевтического воздействия на организм всадника. И терапия заключается в непосредственной передаче двигательных импульсов лошади на тело всадника. Смысл в том, что лошадь передает двигательные импульсы на тело. И только лошадь создает такие специфические двигательные импульсы, которые организму полезны. На протяжении всего семинара рассказ специалиста слушает Марьям Газикова. Об этой терапии она слышала еще ранее и даже пробовала с маленьким Мухаммадом пройти курс лечения, но из-за его боязни лошадей ипотерапию для 6-летнего пациента реабилитационного центра пришлось отложить. С учетом его диагноза ипотерапия нам бы очень хорошо подошла. И фонд МЯЛ, я так понимаю, предоставляет такую возможность тем, кто находится на реабилитации в реабилитационном центре, бесплатно. Диагноз у нас ДЦП, спастический тетрапарез. Мухаммад не сидит, не разговаривает и не ходит. На данный момент мы пришли к тому, что это поэтапно все идет. Он у меня сумел стать на четвереньки. И на четвереньки он стал здесь, именно в этом реабилитационном центре. Это было в прошлом году, в ноябре месяце. Практические занятия, по итогам которых слушатели семинара потом уже станут дипломированными инструкторами по ипотерапии со знанием своего дела. Уже в апреле текущего года они приступят к лечению малышей с ограниченными возможностями здоровья. К слову, 2 специально обученные лошади в наличии уже есть, рассказывает Аслан Ильдиев. По его словам, он как сотрудник благотворительного фонда МЯЛ на этой встрече узнал для себя много нового. Мы подчеркнули, какого ребенка с каким диагнозом, как лучше им заниматься. То есть в какую сторону чаще поворачиваться, как по прямой его водить. Вот такое вот что-то. Как привлечь ребенка, заинтересовать, чтобы ему было интересно, чтобы он делал все как должно быть. Семинар, включающий в себя практические занятия на ипподроме, будет проходить на протяжении 10 дней. Проект, который мы сейчас реализуем, это при поддержке президентского гранта, и будет проходить до ноября месяца. То есть до ноября месяца бесплатно мы проведем реабилитацию для детей с реабилитационного центра. Это 30 детей, 180 сеансов. По словам экспертов из культурной столицы страны, лошади вполне соответствуют требованиям и можно приступать к ипотерапии. Главное – создать вокруг малыша правильный настрой. Дана Плиева, Адам Мережков, Магомед Дизигов. Новости 24.